Саид Гурамович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для интервью. Текущий финансовый год подходит к концу. Он был непростым, впрочем, как и все предыдущие годы. Все ли финансовые обязательства, которые вы запланировали на текущий год, удалось выполнить Министерству финансов? Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Надеюсь, смогу ответить на все вопросы, которые вас интересуют. Относительно того вопроса, который вы задали, способно ли государство, правительство обеспечить финансированием все социальные расходные обязательства, хочу отметить, что в текущем финансовом году у нас бюджет протекает, исполняется в достаточно таких спокойных условиях. Если сравнивать эти условия с аналогичным периодом прошлого года, когда, как вы помните, у нас был такой достаточно сложный, напряженный период, это был и энергетический кризис, и политический кризис. При этом одновременно у нас было произведено сокращение средств российской финансовой помощи. И несмотря на эти сложные для государства условия, мы смогли сконцентрировать, оптимизировать расходы и направить их на полное обеспечение всех социальных обязательств государства. То есть по завершению 2024 года неисполненных социальных обязательств у государства перед населением, гражданами их в принципе не было. Это несмотря на то, что российская финансовая помощь была прекращена, если я не ошибаюсь, в сентябре. Несмотря на то, что была сокращена российская финансовая помощь, часть из которой в том числе шла на исполнение социальных обязательств, это в том числе заработные платы основным категориям работников в сфере образования, здравоохранения, науки, спорта и так далее. Тем не менее, за неимением, скажем так, этих средств нам удалось саккумулировать средства и направить на эти цели с тем, чтобы никаких обязательств по этим направлениям у государства в виде задолженности не возникало. И уж тем более в текущем финансовом году, когда у нас достаточно неплохие итоги исполнения, достаточно высокие, я бы даже сказал, естественно, социальные обязательства государства, они исполняются в полном объеме. Главный финансовый документ страны – это государственный бюджет, где расписаны все расходы и доходы, да, где мы видим, какие социальные обязательства берет на себя государство, как развивается экономика. Так вот, проект госбюджета на 2026 год был принят парламентом в первом чтении. По доходам я вот в цифрах 19 миллиардов рублей, по расходам тоже 19 миллиардов рублей, дефицит 500 миллионов рублей. Я умышленно округляю эти цифры, чтобы легче было воспринимать. И российская финансовая помощь составляет 5,5 миллиардов рублей. Скажите, пожалуйста, чем бюджет 2026 года принципиально отличается от текущего? Есть ли отличия? Вообще формирование бюджета – это процесс такой достаточно сложный и ответственный. При этом важно понимать, что бюджет – это инструмент государства для решения задач. Бюджет он должен быть приоритизированным на те направления, востребованные для экономики и населения, обеспечивать решение задач, которые ставит президент и правительство. Конечно, каждый бюджет, каждый новый бюджет, он в той или иной степени или форме отличается от предыдущих бюджетов. В бюджете на очередной финансовый год нам удалось увеличить в первую очередь доходы бюджета и, соответственно, увеличить много статей расходов. Это расходы в первую очередь социального характера, расходы, связанные с реализацией различных целевых программ. Практически все программы, которые у нас были в текущем финансовом году, они переходят и на очередной финансовый год, и объемы финансирования, предусмотренные на их реализацию в 2026 году, они остаются либо на уровне, либо в большей части повышаются. Также достаточно большой объем средств у нас предусмотрен на реализацию мероприятий в различных сферах. И, конечно, наверное, одни из самых важных направлений, которые можно отметить в бюджете 2026 года, это решения, которые были нами приняты в рамках поручений президента. Мы смогли сконцентрировать достаточно большой объем средств на реализацию программы развития сельского хозяйства. Если в предыдущие годы
На эти цели направлялось порядка 100 миллионов рублей, потом впоследствии 150 миллионов, то на 2026 год мы смогли предусмотреть на эти цели порядка 500 миллионов рублей. Это такой беспрецедентный объем бюджетных средств, которые направляются на развитие сельского хозяйства. Мы ожидаем, что там будет такой достаточно хороший положительный эффект. Примерно такой же объем средств, то 500 миллионов, у нас будет предусмотрен на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Это тоже для нашего бюджета беспрецедентная сумма. Если уж говорить и соотносить эту сумму средств, предусмотренных на эти цели, с размерами бюджета, то это такая достаточно высокая величина. И сейчас есть еще одно поручение президента, и мы рассчитываем, что депутаты парламента тоже поддержат это направление. Каждый год при формировании бюджета, это, в принципе, история достаточно так на слуху, мы закладывали определенную сумму средств на приобретение учета в электроэнергии. Порядка 200 миллионов рублей. На следующий год мы этот объем планируем увеличить еще на 500 миллионов. То есть 700 миллионов в следующем году будет предусмотрено на эти цели. То есть вы увидели, что эта программа реально дает результаты? Безусловно, она дает результат. Это очевидно. И в рамках этих сумм планируется, что к концу 2026 года все многоквартирные дома нашей страны будут обеспечены новыми приборами учета электроэнергии. Причем эта сумма включает в себя не только приобретение и установку приборов учета электроэнергии, но и замену сетевого хозяйства внутри этих многоквартирных домов, чтобы не получалось вот этих историй, что установили новый счетчик, проводка старая, все перегорело и так далее. То есть это такой системный, достаточно комплексный подход, который позволит, как я уже сказал, оснастить все многоквартирные дома новыми счетчиками. Это порядка 23 тысяч приборов учета электроэнергии. Это один из этапов, который планируется реализовать в сфере электроэнергетики. Следующий этап – это установка приборов учета электроэнергии уже в жилых домах, в селах и в городах, куда тоже необходимо будет направить достаточно большой объем ресурсов на установку там порядка 37 тысяч приборов учета электроэнергии. Проект бюджета 2026 года предполагает дефицит. Впрочем, как и все предыдущие бюджеты, они тоже были дефицитные. Дефицит этого года за счет каких источников вы покрываете? И как вы намерены покрывать дефицит на 2026 год, который заложен в проекте? Безусловно, дефицит – это такая постоянная составляющая нашего бюджета, которая многими воспринимается как такой совсем негативный элемент, с чем я не всегда, наверное, согласен. Умеренный дефицит, он в определенной степени может быть полезен и бюджету экономики. Ведь что означает дефицит? Что государство привлекает из банковского сектора дополнительные средства, чтобы направить их на обеспечение государственных нужд. Эти средства они идут в экономику в виде оплаты труда, оплаты товаров, услуг и так далее. Тем самым, в принципе, активизируется и предпринимательская деятельность в том числе. На текущий финансовый год у нас дефицит утвержден в размере 994 миллиона рублей, из которых в качестве источников финансирования этого дефицита планировалось привлечение кредитов от Национального банка в размере 705 миллионов рублей. Однако показатели исполнения доходной части бюджета таковы, что по состоянию на текущую дату мы никаких кредитов не привлекали и не планируем до конца года их, в принципе, привлекать. И, соответственно, в новый финансовый год мы зайдем без какого-либо государственного внутреннего долга. При этом хочу отметить, что на начало финансового года мы зашли с задолженностью перед Национальным банком в размере 200 миллионов рублей. Этот кредит был внутри финансового текущего года погашен. И, соответственно, все расходные обязательства государства мы исполняем без привлечения кредитов за счет тех доходов, которые поступают в бюджеты
бюджетной системы. Саид Гурамович, в проекте госбюджета на 2026 год есть статья по обслуживанию внешнего долга. Напомните телезрителям, что это за долг и вообще сколько, по вашим прогнозам, еще понадобится времени для того, чтобы его выплатить. В 2010 году Республике Абхазия был предоставлен экспортный кредит на восстановление железной дороги в объеме 2 миллиарда рублей под 2,5% годовых. Именно на обслуживание этого долга у нас ежегодно предусматриваются средства в бюджете. Эти средства идут на оплату и процентной ставки, и погашение части тела этого кредита. На очередной финансовый год у нас на эти цели предусмотрено 93 миллиона рублей. Соответственно, на конец 2026 года остаток задолженности по государственному экспортному кредиту составит 833 миллиона рублей. Всего за этот период с 2010 года на погашение самого кредита и процентов по нему направлено порядка 1,5 миллиарда рублей. Раз мы заговорили о долгах, есть ли у государства долг за переток российской электроэнергии? Мы помним в прошлом году, с чем мы столкнулись, и какие объемы перетока нам приходилось запитывать из России. Да, в условиях энергодефицита, который у нас был в прошлом году, действительно, в конце прошлого финансового года нам приходилось достаточно большие ресурсы направлять на оплату перетока электроэнергии из Российской Федерации. В текущем финансовом году, кстати, этот переток тоже осуществляется, но оплачивается за счет средств РУП «Черноморэнерго». То есть вот эти мероприятия, которые проводятся ими, это в том числе установка приборов учета электроэнергии, повышение качества администрирования, позволили им и позволяют за счет собственных ресурсов оплачивать этот переток без нагрузки на государственный бюджет и, соответственно, без необходимости установления очередных графиков погашения света. Более того, при этом наконец, прошлого года и начала текущего года осуществлялся переток, на оплату которого были направлены средства российской финансовой помощи. В течение этого года были дополнительно выделены российской стороной финансовые средства на оплату этого перетока в размере 830 миллионов рублей, которые, соответственно, на эти цели были направлены. То есть в текущем финансовом году за счет собственных средств государственного бюджета оплата перетока не оплачивается. Рост собственных доходов на 2026 год составляет 879 миллионов рублей. Как бы вы эти цифры прокомментировали? Потому что в обществе уже обсуждают эту цифру и говорят, что это вот прям очень небольшой рост экономики. Действительно, на протяжении последних ряда лет проекты бюджетов на очередной финансовый год они показывали существенный рост собственных доходов. 10%, 15%, 20% и так далее. На 2026 год этот рост немного меньше, но тем не менее такая положительная динамика сохраняется, она остается. Тот рост, который у нас происходил в предыдущие годы, он связан в том числе с реализацией крупного инвестиционного проекта по восстановлению международного аэропорта в городе Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенбая. Туда за этот период, это 24 год, начало 25 года, инвесторам было вложено порядка 15 миллиардов рублей. И, конечно, в результате реализации этого инвестиционного проекта в бюджетные системы нашей страны в совокупности поступило до 1,5 миллиарда рублей дополнительных доходов. Это за какой срок? Это 24-25 год. Да, соответственно, в 26 году крупных капитальных вложений в восстановление этого аэропорта уже не планируется инвесторам. И, соответственно, эти доходы, которые были и в каком-то определенном периоде попали в бюджеты, они выпадают из доходной части бюджета. Более того, с начала следующего года у нас вступает в силу постановление, в соответствии с которым меняются ставки таможенных сборов, которые тоже в определенной степени приводят к выпадению части доходов. И в этих условиях, когда порядка 2 миллиардов рублей доходов не поступит в бюджетную систему, нам все-таки удалось сохранить
объем собственных доходов и его увеличить почти на 900 миллионов рублей. Сейчас, кстати, после того, как мы направили проект бюджета в парламент, скажем так, появились новые условия, которые позволят нам вот этот показатель увеличить. И мы это обсуждали и обсуждаем с депутатами парламента. Естественно, депутаты парламента тоже поддерживают это предложение. И, соответственно, объем собственных доходов на 2026 год он будет немного больше. Какие есть еще возможности, чтобы повысить доходную часть бюджета? Может, где-то нужно потуже затянуть пояса, где-то сэкономить? Мы часто, когда обсуждаем бюджет, говорим и соотносим доходы бюджета с объемами, в том числе российской финансовой помощи. Это много раз об этом говорили в стенах парламента и в обществе. И, конечно, в этом плане идет достаточно активная работа, связанная с тем, чтобы увеличивать собственные доходы бюджета. Ведь собственные доходы бюджета – это такой достаточно важный индикатор самодостаточности и финансовой независимости государства. Оно определяет уровень и экономической стабильности, и социального благополучия. И, безусловно, меры в этом направлении не должны приниматься. Тут нужно говорить в первую очередь о повышении качества налогового, таможенного администрирования. Нужно говорить о том, чтобы более эффективно использовать и государственное имущество, пересматривать ставки арендных платежей, повышать доходы, неналоговые доходы бюджета, в том числе от унитарных предприятий путем мониторинга их деятельности. Кстати, в этом году в рамках поручения президента были сформированы предложения по оптимизации налоговых льгот, с тем, чтобы эти налоговые льготы, которые есть в нашей стране, они были имели экономическое либо социальное обоснование. Так что с тем, чтобы льготы носили такой сбалансированный и справедливый характер. Эти предложения мы тоже направили в парламент и в кабинет министров. Ожидаем, что их тоже в том числе поддержат. Но это как раз к той теме, что российская финансовая помощь составляет около 40% бюджета. Да? Цифра не маленькая, но мы помним и время, когда это было и 70%. То, что вы выше сказали, какие меры предпринимаются для того, чтобы стать финансово независимым и сократилась российская финансовая помощь. Да, безусловно, были периоды, когда большую часть дохода бюджета составляла российская финансовая помощь. Кстати, в проекте бюджета на 2026 год объем финансовой помощи составляет не более 30% всех доходов бюджета. И это происходит не ввиду, в том числе, сокращения объемов финансовой помощи, а за счет роста собственных доходов. Были периоды, когда собственные доходы бюджета были на уровне порядка 7 миллиардов, 8 миллиардов и так далее. Темпы роста есть, динамика положительная есть, и мы принимаем все возможные меры, чтобы эта динамика носила такой устойчивый характер. При этом это не означает, что мы отказываемся от средств российской финансовой помощи. Безусловно, это очень серьезная поддержка для нашего государства, для поддержки в том числе, которая позволяет нам реализовывать серьезные проекты, реализовывать задачи государства, в том числе в социальной сфере. Как известно, у нас финансовая помощь делится на два направления. Это социально-экономическое развитие и реализация инвестиционной программы. В этом году, кстати, финансовая помощь от Российской Федерации при формировании бюджета на текущий финансовый год была утверждена в объеме 5,3 миллиарда рублей. В ходе исполнения бюджета наши российские партнеры, коллеги смогли дополнительно увеличить этот объем финансовой помощи, оказать нам поддержку еще на порядка 3,1 миллиарда рублей, которые тоже были направлены, в том числе, вот я уже сказал, и на оплату перетока электроэнергии, и на ремонтно-восстановительные работы. Вообще всего в рамках инвестиционных программ, которые у нас реализовываются за счет российской финпомощи,
у нас восстанавливается либо строится порядка 60 объектов по всей стране. Вопросы пенсии, размера пенсии всегда вызывают очень много нареканий, усмешек, да, со стороны граждан. Мы достаточно открыть социальные сети и узнать, что думают наши граждане по поводу пенсии в размере 5000 рублей. Выполняет ли пенсионный фонд свои обязательства? Как он справляется с бюджетом? И есть ли планы у государства индексировать пенсии? Пенсионное обеспечение – это одно из важнейших направлений, на котором государство акцентирует свое внимание. На сегодняшний день государственный внебюджетный пенсионный фонд в полном объеме, естественно, исполняет все свои обязательства. Более того, внутри финансового года у нас была произведена индексация некоторым категориям пенсионеров, которая приведет в следующем году к дополнительной нагрузке на бюджет пенсионного фонда в пределах порядка 320 миллионов рублей. Эта индексация коснулась 30 категорий пенсионеров. Всего у нас пенсионные фонды выплачивают пенсии 39 категориям различных пенсионеров. Это порядка 50 тысяч человек. И это количество, оно с каждым годом растет. При этом, естественно, растут и доходы бюджета, и производится индексация. У нас и в 2024 году была произведена индексация пенсий. Дополнительный объем потребностей на эти цели составил тоже порядка 300 миллионов рублей. А если говорить о доходах самого фонда, о его бюджете, года 3, наверное, назад, в 2022 году, бюджет фонда составлял 1,3 миллиарда рублей. На 2026 год бюджет фонда планируется уже в параметрах 2,3 миллиарда рублей. Это такой тоже достаточно существенный рост. Я полагаю, во всяком случае, руководство Пенсионного фонда всегда выходит с такой инициативой, и правительство, безусловно, поддерживает, что в следующем году, если позволит исполнение, будут хорошие показатели исполнения, будет проводиться еще индексация некоторым категориям пенсионеров. Если говорить про социальную сферу, да, это же не только пенсионный фонд, у нас есть еще государственный внебюджетный фонд, это фонды социального страхования, и фонд инвалидов, фонд медицинского страхования, фонд репатриации, такие, скажем так, социальные фонды. В рамках их бюджета всего как раз-таки на расходы социального характера предусмотрено на очередной финансовый год 3,4 миллиарда рублей. Это очень существенные объемы, которые государство направляет на эти цели. Государство планирует увеличить пособие многодетным семьям. Это постановление тоже будет вступать в силу с начала следующего года. Скажите, из каких ресурсов вы планируете увеличивать пособие многодетным семьям и какие это суммы? Да, действительно, в этом году такое произошло. Дополнительная потребность бюджетных средств на эти цели составляет порядка 75 миллионов рублей. В бюджет на очередной финансовый год эти средства уже предусмотрены. С начала финансового года в установленном порядке эти расходы будут осуществляться в полном объеме. Я хочу заметить, что эта норма распространится на более чем 5500 семей и затронет порядка 16 тысяч детей, которые воспитываются в этих семьях. Какая сумма уходит из госбюджета вообще на бюджетников всех? Хотя бы в процентном соотношении. Это хороший вопрос на самом деле. Кого мы считаем бюджетниками? Естественно, это большие объемы средств, если речь вести о всех тех людях, которые работают в организациях, в учреждениях, которые обслуживаются за счет средств бюджета, бюджетной системы. Это все учителя, все врачи, работники культуры, спорта и так далее. Конечно, это достаточно большой объем ресурсов. Не только, кстати, собственных ресурсов. У нас и за счет средств российской финансовой помощи в виде софинансирования осуществляется финансирование заработных плат этой категории работников. Если говорить о том, какие объемы ресурсов уходят на содержание, как у нас в обществе часто говорят, или в стенах парламента, чиновничьего аппарата,
то могу сказать, что вот если исключить расходы на силовой блок и оставить расходы, связанные с содержанием министерств, ну, за исключением силовых, это порядка 700 миллионов рублей. Это не такие космические суммы. Естественно, есть еще органы, центральные органы госуправления в виде комитетов, управлений, служб, на содержание которых направляются средства. Но я вас уверяю, это необходимый минимум для того, чтобы эти организации могли функционировать. Тем более при формировании бюджета на очередной финансовый год, вот мы говорили о том, что по многим направлениям существенно увеличили суммы. И это все за счет средств республиканского бюджета. При этом рост доходов республиканского бюджета составляет всего 544 миллиона рублей. При этом мы добавили программы, несколько программ по 500 миллионов рублей, увеличили ресурсы, которые направятся в местные бюджеты в виде межбюджетных трансфертов и так далее. И этого нам удалось достичь за счет, в том числе, оптимизации расходов и перенаправления их на более важные для государства цели. Саид Гурамович, время 6 часов вечера. Я смотрю, что все сотрудники на своих местах. Я так понимаю, что конец уходящего года, и работаю не уйма, не впроворот. Скажите, чем вы сейчас занимаетесь? На самом деле в Министерстве финансов не бывает периодов, когда нет работы. И находиться на работе в 6 часов вечера или в 7 вечера – это вполне себе нормальная история. Но, безусловно, конец года – это самый сложный период, самая сложная фаза в нашей работе. Это период, когда нужно подводить итоги, оформлять годовые отчеты, анализировать расходы, доходы. И, безусловно, это сопряжено с определенной дополнительной нагрузкой на наших сотрудников. И режим работы, скажем так, с 8-часового рабочего дня переходит уже в 9-часовой, 10-часовой. Ну, какое количество трудятся сотрудников Министерства финансов? Штат Министерства финансов составляет 101 человек. Это все подразделения, управления Минфина, в том числе казначейские подразделения и отделения, которые у нас есть в каждом районе нашей страны. Я вас уверяю, в такое время все находятся на рабочих местах, выполняют свои должностные функции. Саид Гурамович, что касается туристической сферы, да, тоже ежегодно поднимается вопрос о том, что есть в районах Абхазии, ну конкретно я возьму Гудаутский район, где есть крупный туробъект, приносящий солидную прибыль. Есть нарекания о том, что почему бы часть доходов от этого туробъекта не оставлять в районе на развитие? Почему все деньги уходят в бюджет? Да, на самом деле в Гудаутском районе два таких объекта. Это Новоафонская пещера и Рицинский заповедник. Да, и действительно был период, когда часть доходов от реализации билетов в этих объектах поступали в местный бюджет, в Гудаутский район. Впоследствии было принято решение, чтобы все-таки централизовать эти доходы. Сейчас они поступают в соответствии с законодательством в республиканский бюджет. Однако это не означает, что Гудаутский район лишился доходов. Эти доходы ему восполняются в рамках тех объемов межбюджетных трансфертов, которые предусмотрены в республиканском бюджете для соответствующего района. То есть на ту сумму выпадений, которая произошла с момента перевода этих средств в республиканский бюджет, мы им увеличили объемы межбюджетных трансфертов. И, кстати говоря об этом, я хочу заметить, что и на очередной финансовый год, и в этом году, и в предыдущие годы в республиканском бюджете выделяется такая достаточно серьезная статья на как раз-таки цели, связанные с обеспечением сбалансированности местных бюджетов. На очередной финансовый год мы предусмотрели на эти цели на 104 миллиона рублей больше, чем в текущем финансовом году. И эта сумма приближается почти к 2 миллиардам рублей. Это суммы, которые мы выделяем местным бюджетам с тем, чтобы они могли исполнять в полном объеме все свои районные обязательства, в том числе социальные обязательства, связанные с выплатой
заработной платы работникам бюджетной сферы. Каждый год мы наблюдаем, как начался туристический сезон, как проходит и как завершился. Да? Мы все думаем о том, что хороший туристический сезон даст стране, казне дополнительные финансовые возможности. Как вот этот туристический сезон прошел? Действительно, экономика нашей страны, как и, соответственно, бюджет, они находятся в определенной зависимости от того, как у нас будет проходить туристический сезон. И, безусловно, формируя в том числе проекты бюджета, мы рассчитываем на то, что он будет более успешен, чем предыдущие годы. И хочу обратить внимание, что успешный туристический сезон означает не только то, что к нам придут доходы от туристических фирм. Он положительно влияет на все сферы нашей экономики, и на сферу торговли, и на сферу услуг. В каждой из этих сфер повышается предпринимательская активность, повышается спрос, соответственно, предложение, увеличиваются объемы. И, конечно, это приносит такой достаточно серьезный положительный эффект и дополнительные доходы в бюджетную систему нашей страны. Министерство финансов, грубо говоря, занимается распределением денег. Какие есть механизмы у Министерства финансов контролировать, как расходуются бюджетные деньги? Насколько законно, эффективно? На любом этапе бюджетного законодательства контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств – это одна из важнейших задач, которая стоит перед государством и непосредственно перед Министерством финансов. У нас законом об основах бюджетного устройства и процесса установлены основные принципы бюджетной системы, и один из этих принципов – это эффективность использования бюджетных средств, суть которого заключается в том, что все участники бюджетного процесса при реализации их бюджетных полномочий должны исходить из принципа достижения заданного результата с использованием наименьшего объема средств. И в этой части Министерство финансов осуществляет постоянный и системный контроль. Это предварительный контроль, который осуществляется при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год, согласовании бюджетных смет, которые направляются в Министерство финансов участниками бюджетного процесса, с тем, чтобы эти бюджеты, планируемые ими, соответствовали их уставным целям, задачам, и суммы существенно не превышали те показатели, которые были утверждены им в предыдущих годах. И, конечно, это и последующий контроль, который осуществляется через контрольно-ревизионное управление Министерства финансов. С каждым годом нам удается увеличивать количество объектов контроля. Соответственно, мы формируем в случае выявления нарушений соответствующие предписания, направляем их, соответственно, в орган, либо необходимые службы с тем, чтобы устранить эти нарушения. И, конечно, одна из, наверное, самых таких эффективных форм контроля – это текущий контроль, когда осуществляется санкционирование расходов. Он происходит в режиме онлайн, постоянно. Эта форма контроля отличается от всех других, что она не выявляет нарушения впоследствии, а позволяет его избегать. То есть в момент, когда организации осуществляют расход бюджетных средств, мы через казначейские наши подразделения осуществляем контроль за тем, чтобы эти расходы были обоснованы и не только соответствовали целям и задачам организации, но и расходовались в соответствии с принципом эффективности и рациональности. Помимо этого, безусловно, мы утверждаем и предлагаем изменения в нормативную правовую базу с тем, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность использования бюджетных средств. Устанавливаем новые правила и порядки расходования средств с тем, чтобы исключить возможность отвлечения бюджетных средств на цели, не связанные с функциями государственных органов. Я завершаю наше интервью. Вопросов еще к вам очень много, но в рамках одного интервью охватить все невозможно. Под занавес текущего года, что бы вы пожелали населению Абхазии? Пользуясь возможностью, хочу поздравить население нашей страны, наших граждан с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, стабильности и финансового благополучия в новом календарном году.
Саид Гурамович, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам за интересные вопросы. До свидания. Всего доброго.